Сохранить родной язык для будущих поколений. В своем прошлогоднем послании глава Чувашии поставил задачу региональному министерству образования разработать современный учебник чувашского языка. За год в столице республики создали абсолютно новое инновационное пособие. В начале года в 40-й школе Чебоксар презентовали полный учебный комплект книг для младшего звена русскоязычных школ. Одними из первых с новинкой ознакомилась наша съемочная группа. Любовь к малой родине начинается с изучения родного языка, считают в 40-й школе. Здесь 99% ребят с 1 класса включаются в освоение народных традиций. Заговорить на чувашском помогают учителя. Один из них – Александр Степанов, обладатель гран-при всероссийского мастер-класса учителей родных языков. Он уже успел оценить преимущества новых пособий. Создано специально для детей, кто не владеет чувашским языком. Вообще ситуация у нас очень сложная. Сложность заключается в том, что сейчас и родители не говорят на чувашском языке. А это учебное пособие «Чуваш-Челихи» дает возможность детям заговорить на чувашском языке. Новые учебники уже называют инновационными. Они составлены на основе самых передовых международных методик. Есть и электронная форма учебника, содержащая мультимедийные элементы, интерактивные ссылки с заданиями, играми, песнями и стихами. В этих пособиях сделали акцент на разговорную речь. В них можно встретить слова, предложения, которые используются в быту, в повседневной жизни. Об особенностях подготовки учебников рассказали авторы Александр Блинов, Алина Егорова и Людмила Николаева. Выпустить 4 книги за год – это, конечно, нелегко. Когда перед нами поставили задачу, честно говоря, мы даже немножко испугались, но, взяв в себя руки, весь отпуск работали. Самое сложное было, конечно, найти идею, найти тему, которая была бы детям близка, чтобы дети читали. Сегодня в республике в 161 учреждении образования обучение в начальных классах ведется на чувашском языке, в 235 школах на русском. Именно для таких школ и разработано новое учебное пособие, которое, кстати, впервые в истории образования Чувашии издано ведущим издательством страны «Просвещение». Он очень красивый, красочный, яркий. Очень много интересных текстов, стихотворений, упражнений. Также там можно узнать о чувашской культуре. От презентации учебников плавно перешли к разговору о проблемах изучения родного языка. Чтобы ребенок заинтересовался чувашским, прежде всего нужна мотивация. В этом плане некими вдохновителями могут выступить учителя или родители. Но вот выделенных часов на изучение чувашского в школе педагогам явно не хватает. Хочется, чтобы действительно чувашский язык жил. И прежде всего жил в нас, потому что от нас зависит очень много, как мы будем к этому относиться. Мы все равно должны создавать что-то, чтобы привлекало детей. Это должны быть и мультфильмы. Можно переводить какие-то вещи, есть возможность. И это несложно сделать. Повышать престиж чувашского языка и создавать возможности общения на нем – главные задачи на ближайшие годы, которые ставят перед собой педагоги республики. Людмила Майкова, Надежда Александрова, Вадим Владимиров. Вести Чувашия.